Большие тоже нуждаются в защите. Это самая крупная статуя Будды на территории Северной и Центральной Азии. А некоторые ученые утверждают, что и вовсе на просторах СНГ. Она весит 500 с лишним килограмм, но несмотря на свои габариты, изваяние очень хрупкое. Все дело в материале и возрасте. Создали ее еще в 8 веке из глины. Обычно такие реликвии содержатся под защитным стеклом. Но у этого Будды, который поселился в Национальном историческом музее Кыргызстана, стеклянного убежища не было. Статуя из-за этого могла разрушиться. Тогда руководитель музея обратилась за помощью к индийскому посольству. Друзья из Индии откликнулись быстро. И вот Будда уже под стеклом. Этот проект – это продолжение нашего партнерского развития. Статуя Будды очень древняя, она датируется 8-9 веком, ей свыше 1000 лет. Чтобы ее сохранить, мы сделали подставку и витрины. Все выполнено на высоком уровне. Уровень защиты Будды теперь действительно запредельный. Мало того, что стекло для изготовления витрины выбрали самое прочное, так еще и усилили его специальной антиосколочной пленкой. В случае, если стекло разобьется, осколки реликвии будут не страшны. Так как у нас с посольством Индии и с Национальным музеем был подписан меморандум о сотрудничестве, культурно-гуманитарном сотрудничестве, и вот в рамках этого меморандума Будда был перенесен на свое место, и была сделана вот стеклянная витрина, и это все было при финансовой поддержке посольства Индии, Кыргызстана, за что мы очень благодарны посольству. И это наше сотрудничество будет продолжаться, так как вот сейчас только господин посол сказал, что он готов в дальнейшем также поддержать наш музей и в реализации других проектов. Обнаружили статую в свое время в 2011 году специалисты Эрмитажа и Кыргызской академии наук во время раскопок Краснореченского городища. В 2018 ее реставрировали и передали Национальному историческому музею. Теперь же Будда доступен посетителям в экспозиции «Памятники буддийской религии». Екатерина Такамбаева, Мухтар Улумурбек, ТВ-15.